Мы сегодня ходили к Сельмашу, к сожалению, рабочие не вышли, к сожалению, их не выпустили, хотя мы их очень просили, чтобы они к нам присоединились. Мы были с плакатами, которые рассказывали о том, что забастовка – это не противозаконно, от тех возможностей, которые сейчас есть для помощи бастующим. Но, к сожалению, пока к нам никто не присоединился. Но мы, я думаю, не опустим руки и будем продолжать. Потому что предприятия и заводы – это деньги, которые поступают в казну, и из которых потом оплачивают в том числе убийц, карателей, которые ходят каждый день с нами на улице. Я хочу, чтобы наша страна стала свободной наконец-таки. Все-таки Светлана стала президентом. И все было хорошо. Это то, что творится в стране, это куда мне смотреть нельзя такое. Я хочу свободу. Я хочу, чтобы Коля сказал папе, чтобы он прекратил. Ибо потом еще недельку-другую, и будет очень плохо для самого его. Многие из школ подделывают правильные выборы, фальсифицируют голоса, и в том числе моя школа, первая школа, выпускница первой школы. Я отнесла туда все свои грамоты, все медали и вывесила на дверь директору. Моя классная руководительница просто сложила все, что можно, и уволилась оттуда, когда сказала то, что я не собираюсь работать в таком учреждении, где фальсифицируют все голоса. У меня все есть, но я вышел за правду, опротивила это ложь, опротивила этот обман. Осточертела это наглость, это повальное взяточничество. Это все противило уже. Я против этого всего, поэтому я здесь. Вода камень точит. И именно вот этими мирными протестами, что он говорит, что управляется Западом, мы купленные все, мы ничего не можем, ничего не знаем. Это все ложь, это все ложь. Мы все идем от своей души, от своего сердца. И загубленных людей ему не простит никогда. Господь Бог никогда не простит ему такое зверство. Это дал приказ Он. Он дал приказ. И мы это никогда не простим. Против власти этой старой. Потому что сколько можно править уже? Хватит уже. Он сам говорил, дорогу молодым, чего же он не дает никому. Поэтому так нельзя, хватит уже. Убирать надо. Поэтому невозможно. Сейчас хоть слова люди стали говорить, а то уж боялись всего. Кусь – это мирно. Потому что котик делает кусь, когда защищается, но любит. Мы то же самое здесь делаем, собственно. Ой, сейчас заплачу. Хотим лучше жить, хотим спокойно ходить по этим улицам, хотим не бояться выйти в магазин. Это последние эмоции последних дней. Пользуясь случаем, хочу обратиться к городу Гомелю и хочу призвать каждый день, хотя бы в течение этой недели, выходить к Гомсельмашу, поддержать наших ребят, не бояться. Им надо дать толчок, показать, что мы с ними и нечего бояться. И дальше пойдем так под предприятием. Спасибо большое. Надеюсь, все услышат и все будут по максимуму приходить. Начали это делать, когда девушки вышли на протест в холодный вечер. Мы подумали, что им нужно что-нибудь, чтобы согреться, и привезли сюда несколько бутылей с чаем. И по итогу вот уже каждый день, уже 5-й день подряд возим сюда чай, воду, печенье. И вот, да, как-то так. Чтобы люди могли здесь чем-то подкрепиться, потому что долго стоять здесь само по себе неприятно. Ресурсы изначально были со своего кармана, но когда со своего кармана они уже исчерпались, мы сделали отчаянный шаг и поставили вот баночку, куда могут кинуть люди деньги. Теперь у нас есть деньги, чтобы делать это каждый день и в еще больших масштабах. За что я очень сильно благодарен людям, что здесь. И из-за этого, и это одна из причин, почему я люблю белорусский народ.